Всем привет! Мы едем сегодня на Усть-Хатынь. Это местность, где проводится наш национальный праздник Исых. Находится от центра Якутска где-то 20 километров. В прошлом году у нас не было Исыха в связи с пандемией. В этом году надеемся, что будет. Пока планируют власти городские. Сейчас пойдем, покажем эту местность, как там у нас тут все обустроено. И вот дети мои, получается, сыну 7 лет, дочке 6 лет, они, живя в Якутске, ни разу еще не были в этой местности, потому что летом, в начале лета они обычно выезжают к бабушке, дедушке в деревню, поэтому всегда пропускают Исых Туймады. Ну, Исых Туймады, это получается наш Исых, городской Исых. Поэтому решили вот детям показать, какое у нас величественная местность имеется в нашем городе. Получается, вот эти 20 километров в день Исыха полностью в пробке стоит здесь от центра города до самой местности прямо. Вот здесь прям пробка. И в этом году власти планируют сделать здесь трехполосную или даже четырехполосную дорогу, должны были расширить, чтобы люди на праздник ездили без проблем, с комфортом и так далее. То есть именно для одного праздника должны расширить эту дорогу. Вот так у нас относятся с уважением к этому великому празднику. Вот и подъезжаем к местности Усть-Хатынь. Усть-Хатынь — это в переводе «три березы». Почему, не знаю, почему так назвали. Наверное, здесь берез много. Вот такой вот подъезд асфальтированный. Тут получается во время Исыха несколько уровней парковок, то есть чем круче у тебя пропуск, чем дальше ниже идешь, а если пропуска нет, то далеко останавливаешься. А самые крутые, конечно, тут заезжают туда внутрь территории, и там кто организатор и так далее. Подъехали к входной арке. Тут вывеска, что вход запрещен. Но мы попробуем как-то пролезть. Думаю, особых проблем не должно быть. Здесь припаркуемся. Если выгонят, то идем без проблем. Мы люди законопослушные. Все, пойдемте. Вот по такому мосту заходим. Получается, вот встречная дорога, то есть выходящие идут по той дороге, входящие по этой дороге. Чтобы не было столпотворения, потому что тут очень много народа переходит, уходит целый день, вот тут целая толпа людей. Вот здесь, получается, в день праздника стоят люди в национальных одеждах, встречают алгысом, говорят добро пожаловать, хорошего дня и так далее. То есть мужчины проходят по этой стороне, а женщины проходят по левой стороне. То есть вот это учитывается, и тут когда люди стоят и говорят, мужчины сюда, женщины сюда и так далее. Ты иди с той стороны. Вот в этих местах, получается, горит огонь. Заходишь сюда и вот так по кругу проходишь, питаешь себе вот этот дым, который здесь лежит. Тебе дают этот конский волос, макаешь в масло, здесь бросаешь и, короче, идешь дальше. Потом вот мы слева видим арку, ураса большая. Его во время праздника натягивают большим белым материалом, чтобы обшивают. И люди, заходя сюда, проходят через алгыс. Здесь стоит тоже большая очередь, и люди перед тем, как войти в праздник, идут туда. Там люди благословляют, читают алгыс, очищают. Только после этого заходишь на праздник. Здесь тоже большая очередь бывает в начале праздника. Стоят лошади, украшенные национальными орнаментами и так далее. Люди фотаются.
Үсөргөстө күн улуун кейте. Агыс кырылаах айы аймага. Артыгын арылынан ыллыгын үстеннен иннин хоту турунуң айы солун тутуң. Уңа солу кырган арга кыттың. Ханга стеки айы ахын амсаең. Тут получается указатель так написан. То есть направо идешь на праздник, налево идешь на где продают, короче, питание и так далее. Вот сюда пустили лошадей. Насколько я знаю, тут рядом есть конебаза. И, наверное, это их лошади. Они тут пасутся. Смотрите, какая большая у них территория для пастбища целое. Вот там получается торговля. И по идее, национальный праздник СФ у нас 22 июня. Это день летнего солнцестояния. Раньше наши предки именно в этот день проводили СФ. Но все мы знаем, что Адольф Гитлер напал на Советский Союз именно 22 июня. Поэтому по этическим соображениям его перенесли на неопределенную дату вперед. Ну, получается, проводится сейчас в конце июня, то есть последние выходные июня. Обычно это получается 26, 27, 27, 28, 2 дня проводится. Ну, во всех населенных пунктах, районах, улусах проводится по-разному. У кого-то там 15, 16, у кого-то 22 и так далее. То есть нет конкретного дня, то есть в конце июня. То есть у кого-то некоторые улусы специально проводят пораньше, чтобы приехать на городской СЭХ. Вот, такое тоже бывает. В населенных пунктах тоже населенные пункты проводят СЭХ у себя в деревнях пораньше, чтобы поехать на районный центр, да, на СЭХ улусный. Поэтому конкретной даты нет. Еще что можно сказать о СЭХе? Это самый массовый национальный праздник в мире. То есть здесь собирается более 200 тысяч человек во время праздника. Нигде в мире, говорят, нет такого праздника, чтобы люди так собирались. Еще мы, народ Саха, любим понтоваться. И каждый год здесь устраиваем мировые рекорды. То есть один год был рекорд по одновременному игранию на хомусе, то есть самые массовые играния на хомусе в мире. Человек пришел с Гиннеса, все зафиксировал. Второе, самый массовый национальный танец осохой, тоже рекорд побили мировой. Самые массовые одновременное кумысопитие, тоже рекорд побили. То есть каждый год вот какие-то вот такие моменты у нас проводятся. И еще последний, я помню, был рекорд. Самое массовое скопление людей в национальных одеждах. Даже такой мировой рекорд у нас являемся хозяевами такого рекорда. Поэтому тут не хухры-мухры, все серьезно, ребята. Поэтому надо здесь быть во время СЭХа, посещать. В каждых тюрьме проводятся отдельные СЭХи, ну, микро-СЭХи. То есть есть большая основная программа праздника, но у каждого предприятия, у каждого улуса, у каждого, у кого есть свой тюрьме, вот покажи, например, вот у каждого есть вот такой тюрьме, и они здесь тоже проводят свой микро. То есть здесь тоже аппаратуру ставят, продают там еду, начальники акимы этих улусов приходят сюда, поздравляют и так далее. Проводят свои соревнования тут отдельно, то есть там, получается, городские соревнования проходят, ну, общие соревнования проходят, где мастера участвуют. А здесь простые люди сами между собой тоже участвуют. Мы сейчас пойдем к нашему тюрьме Верхоянского улуса. Я сам работаю в администрации, поэтому сейчас как раз проверю состояние, как он стоит, потому что если что-то там сломалось или что-то, какая-то проблема есть, мы должны его устранить до СЭХа, чтобы люди пришли и не высказывали, короче, нам. Все, пойдемте. Вот, например, стоит тюрьма Хангалас Улуга. Многие казахи говорят, что Хангалас и род Канглы это одни и те же люди. У них очень большой улус, очень многочисленный улус Хангалас, но тюрьма у них немножко маленькие, оказывается.
То есть вот так распределяли по улусам, и у них вот такой достался. А вот стоит наш Тюрге Верхоянского улуса. Смотрите, какой большой, просторный. Позапрошлом году мы здесь сделали ремонт. Наш глава улуса Гаврилович Чириков выделил средства на ремонт Тюрге. Я сам курировал, нашел подрядчиков. Это тоже наши земляки работали. И мы сделали вот входную арку обновили. Но не видно сейчас, что-то это солнце светит. Вот как раз сейчас я посмотрю, что тут надо делать. Вот лошади все немножко тут похозяйничали, немножко замусорено. Вот сделали урасу новую, сделали тоже позапрошлом году. И сделали вот сцену, где тоже вступаем. Тут баннер вешаем. Очень замусорено. Мы позапрошлом году после цеха все тут убрали на самом деле. После этого люди немножко тут походили, видать. Вот здесь голодовка, подсобка для раздевания артистов и так далее. Да, надо субботник устроить перед цехом здесь, собрать земляков. Тут раньше переправляли на резиновой лодке. Вот мост к этому подъезду. Вот оттуда тоже мост, чтобы люди не шли вот так в обход, вот так сразу шли. Но потом его запретили, что это не безопасно, поэтому здесь больше переправы нет. А мы будем кормить землю радиями. Вот люди уже начинают работу. Какое-то новое сооружение делают. Каждый год тут очень много работы проводится. Постоянное обновление, постоянный ремонт. Вот концертная площадка. Здесь обычно наша эстрада выступает. Люди тут стоят, танцуют. Всю ночь тут, конечно, люди тусуются. Здесь везде расставлено палатками. Люди тут ночуют, встречают солнце. Вот такое вот народное единение. Tuo morojaade. Киняханере бу илдархан да? Вот подходим к главному Тюрге, где проводятся самые основные мероприятия, такие как открытие торжественное закрытие. И самый-самый козырь этого цеха — это финал игр ДГН. Здесь проводится. Пойдемте посмотрим. Вот и вошли самое пекло этого мероприятия. Здесь собирается народ Саха. Вот покажи трибуны, где сидят люди. Вот здесь полная трибуна людей, все в национальных одеждах, все радостные, все счастливые. Люди даже тут не вмещаются в этих трибунах, поэтому вот здесь тоже сидят люди на земле, лежат, сидят. Охранники постоянно их выгоняют, типа не мешайте, но все равно люди сюда заходят. Тут победителям игры ДГН вручают ключи от машины и так далее. Машины обычно здесь и стоят, ждут своих хозяев. Вот там есть ипподром, большой новый ипподром, где проводятся скачки, тоже очень большие призы там вручаются, миллионами дают призы. И во время этих скачек обычно разыгрывают лотерею, где тоже в главном призе там несколько машин и так далее. То есть люди приходят, смотрят скачку и участвуют в лотерее. Поэтому вечером весь люд идет вот туда. Вот имитация национального домика народа Саха, балаган называется. Это камелек, печка национальная тоже. Здесь всю зиму топят, и она же дает тепло и свет, балаган. То есть раньше не было электричества, и вот таким образом вечером люди освещали свой дом.
Вот входная аллея из Серге. Люди там входят и все идут сюда. Вот здесь везде завязаны лошади, ну как украшения, везде так целый день стоят в этих коновязях. И вот здесь у нас получается вот такой вот главный Серге. И здесь тоже большая очередь бывает, и люди здесь стоят и берут силу. Праздник Исех — это праздник встречи лета. Люди празднуют этот праздник, чтобы показать радость, как они пережили суровую зиму. И после праздника Исех все идут уже готовиться к сенокосу, готовиться к следующему сезону зимы. И в следующем году опять эта радость к ним приходит, когда они вступают в тепло, в зеленую траву. Они радуются, что вот мы пережили, выжили, давайте праздновать Исех. И все собираются и празднуют. Так что, друзья, приходите на праздник, на Исех. Всех приглашаем, всех зовем. Сами смотрите, насколько это величественно здесь все проводится. И, конечно же, проходите обряд очищения, Алгыс, встречайте солнце со всеми. И будет вам счастье. Всем пока, спасибо.